Если 30 лет назад ВИЧ – это был приговор, на сегодняшний день ВИЧ – это ВИЧ-инфекция, это хроническое заболевание, и это не приговор. И люди, живущие с ВИЧ, они могут жить долгой, полноценной жизнью, так же, как все остальные люди, которые не инфицированы ВИЧ. Они могут иметь здоровых детей, они могут выполнять свои функции как производители материальных благ для государства. Поэтому для нас очень важно, чтобы, во-первых, те люди, которые уже инфицированы ВИЧ, чтобы они имели полную возможность жить полноценной жизнью. Для этого нам нужно преодолевать стигму и дискриминацию. То, о чем все участники говорили, и то, что напрямую зависит от средств массовой информации. И борьба со СПИДом продвигается успешно, но, к сожалению, не везде. Мы видим, что рост новых случаев среди взрослого населения еще есть. Женщины, молодые женщины являются группой риска. Они более подвержены инфицированию, поэтому очень важно работать с ними также. И, как я уже говорила, ключевые группы очень важны для нас, потому что они больше всего испытывают стигматизацию, дискриминацию, и это все ограничивает доступ их к услугам, связанных с ВИЧ-СПИДом, а это и тестирование, это и лечение. Ведь очень важно знать свой статус вовремя, чтобы вовремя начать лечение, потому что лечение продлевает жизнь, оно не только продлевает жизнь, но и улучшает качество жизни, и лечение прерывает круг инфицирования. Ведь даже здоровая женщина, которая будет принимать лечение АРВ, она сможет родить здорового ребенка. То есть прежде всего нужно думать о себе. В том числе и людям, живущим с ВИЧ, нужно думать о себе, прежде всего, о своем собственном здоровье. Второе, нужно что-то сделать для окружающих. Учителя могут передавать знания, врачи лечат и также могут передавать знания. И ВИЧ-инфекция не требует никаких особых подходов. И то, что мы делаем, на самом деле, это позволяет улучшить наше общество. Вот это тоже следует подчеркнуть, что когда мы говорим о ВИЧ-инфекции, мы говорим о переходе к некоторым более демократическим ценностям, потому что мы говорим о правах человека, о гендерном равенстве, о преодолении стигмы и дискриминации. Мы говорим о том, что с пациентом нужно разговаривать, что услуги должны быть дружественные. Это ничего особенного мы не делаем, мы просто очень правильно и четко выполняем свой долг и выполняем те предписания, которые заложены в Конституции нашей страны, которые заложены в законах и которые каждый человек должен исполнять.